Интересует, и что вам на это ответит Божья У Матерь? них батюшка есть тоже, но пешком придет, а? Нет, мы с автобусом, нас привезет водитель, он сейчас поднимется. Батюшки нет с нами. Мы из России приехали, нас батюшка Гавриил привез всех. Батюшка, благословите. Хорошо, я пойду. Потом, Потом, да? А то обычно сначала. потом. Быстро. Что вас интересует? Расскажите нам, когда мир будет на Украине с Россией? Это зависит от взаимных отношений России и Украины. И от того, как каждая из сторон строит свои отношения с Богом. Чтобы строили не по земному, а по законам неба. Но, к сожалению, законы неба нарушает и одна сторона, и другая. Потому что все решается в земном плане и военными методами. То есть это Богу неугодное. Это только угодно дьяволу. Ну, это заложено давно уже. Это еще когда в 1050 году, когда Андрей Боголюбский, значит, унес икону Божьей Матери во Владимир, вот, из-за неурядиц на Украине в то время. Вот. И когда центр из-за частых нападений, половцы, там эти кипчаки, и потом эти, забыл. Ну, в общем, дикие народы нападали, Киев часто подвергался нападениям, из этого центр России перенесли в Москву. И вот тогда было заложено уже национальное, так сказать, противодействие, что многие лжепатриоты считали центр России это Киев, потому что и считалась Киевская Русь. И крестилась Киевская Русь. Это центр России был того времени. И вот это противостояние сейчас выливается уже в вооруженный конфликт. Ну, и, кстати, масоны всячески это поддерживали. Потом, когда центр стал в Москве, и вокруг Москвы объединили все остальные русские племена, а поляки напали, захватили Украину. И тогда называлась не Украина, а Малая Россия. Но для поляков нетерпимо было слово «Россия». Малая Россия. Поэтому стали называть окраина Украины, России. А потом окраина трансформировалась в Украину. И потом уже на почве вот такого, значит, украинского национализма, что ну, это искусственно во всех народах каждая нация превозносится. Кстати говоря, когда вот я интересовался, что такое фашизм, и объяснение философов, ученых, что фашизм – это не принадлежность немецкой нации. Фашизм в самом основе заложено – это превозношение. А превозношение сейчас есть во всякой нации. Сейчас есть лжепатриоты, а это значит фашизм каждой национальности. Вот. И в данном случае украинский фашизм, грузинский фашизм. И это когда каждый считает, моя нация первая в мире. И все прочее. Но это ваш вопрос не духовный, ваш вопрос политический. Духовно как нам помогать? Духовно, что должны делать люди, чтобы духовно... Читать Евангелие и выполнять, все просто. По Евангелию жить. Ведь мы Адам, если вы историю знаете, в церковь ходите, Да. историю знаете, что первый согрешил Адам. Ну чем? Когда дьявол, значит, дьявол это бывший первый высший ангел. Когда Бог создал небо, это ангелов, небожители, первое создание. А физическое небо это уже было потом. И вот первый из этих ангелов, которому подчинились все остальные ангелы, он вознесся, потому что ему подчинялось все небо, кроме Бога. И кроме Адама. Вот.
И вот он посчитал, что я равный Богу. Все небо подчиняется мне, кроме самого Бога. Я равный. Это то же самое на всяком производстве, заводе, фабрике. Есть директор, есть замдиректора. Директор руководит именно административно только принципиальными вопросами, а сам занят конференциями, там, заседаниями и прочим. А практическая работа предприятия руководит заместитель. То есть он является действительно фактическим директором, но не юридическим. Вот на этом основании первый ангел возгордился, а отступление на небе это был закон любви Бога. Само зло само по себе не существует. Вот. Только отступление от зла, от любви это уже есть зло. Вот как холод сам по себе не бывает, холод это отсутствие тепла. Вот. Также в отношении света, значит, темноты сам по себе не бывает. Темнота это отсутствие света. И сила света, все это измеряется. А темнота никак не измеряется. Это отсутствие. Вот так и зло. Он потерял любовь Бога и стал злом. И вот когда он хотел на свою сторону еще перевести это Адама, Бог Адама предупредил. От всех деревьев в раю ты можешь кушать, только от дерева познания добра и зла не кушай, ибо смертью умрешь. То есть не физической смертью, а смертью, как и дьявол, потерей любви Бога. Но ведь когда Бог Адама создавал, он сказал, Троице было заседание, совещание, и создадим человека по образу нашему и по подобию нашему, то есть по образу Троицы. То есть Адам был полной копией Бога. И вот на этом дьявол сыграл. То, что когда Бог сказал, не ешь, а то умрешь, дьявол сказал, нет, не умрешь, но ты сам станешь как Бог. А Бог потому тебе запретил это кушать, что ты это покушаешь и станешь Богом, ты будешь конкурентом Богу. Ведь ты же Бог по своему созданию. Только для полноты божества тебе не хватает знаний. И потому Бог тебе запретил, чтобы ты не стал равный Ему и не был Ему конкурентом. И вот на этом основе тогда Бог запретил. Я и покушаю. Когда Бог предупредил, но не держал Адама, когда дьявол предлагал, не толкал Адама. Адам – это вот гамлетовский вопрос, быть или не быть, есть или не есть. Если не поем, останусь Адам. А если поем, стану Богом. И сам решил, весь грех Адама не в яблоке, а в своей воле. И вот, то есть он выполнил волю дьявола. И дьявол вошел в него своей волей, которая у нас сейчас естественная. Мы считаем, это нормально. А как же? Это наша личность. Это проявление мое «я». Но это нет Бога. В раю у Адама и всех небожителей ни у кого «я» не было. Все подчинялись воле Бога. А теперь своей воле все подчиняются дьяволу. Но считают, что это «я», это мое, это «я». А за этим «я» стоит дух дьявола. И в это время в Адама не было ничего земного, страстей тела, но прежде всего отношения мужчин и женщин половых, все. И вот это все от дьявола вошло в Адама. И за то, что реализации на небе для этого нет, Адам был изгнан на землю для выбора, кому же он хочет подчиняться в вечности. Или Богу, чтобы вернуться в рай, или дьяволу, чтобы пойти с ним в ад. Вон, там скамейку возьми. Вот. И еще почему? Значит, из числа подчиненных первому ангелу остальных ангелов, когда еще Бог, чтобы объявить, значит, грех, значит, первый грех это дьявола, первого ангела, потому что он первый возгордился, на небе гордости не было,
чтобы это открылось, обнаружилось, Бог объявил всему небу поклониться Адаму. И вот все небожители поклонились, только дьявол сказал: я создан первым, Адам создан последним. Я управляю всем небом, я знаю все. Адам ничего не знает, пусть он мне поклонится. И 1/3 ангелов приняла сторону этого первого ангела, ставшего дьяволом. И почему что этот первый ангел прав, а Бог не прав. И Бог их тоже изгнал с неба. Этот стал дьяволом, воплощением зла, а те стали бесами. И теперь у Бога на небе не хватает 1/3 ангелов. И вот мы теперь решаем вопрос Адама, нам вернуться на небо или пойти в ад. У нас справа ангел-хранитель, наш адвокат, представитель Бога, а здесь представитель дьявола, прокурор, бес, демон, черт. Вот. Ангел говорит нам все добрые дела, которые ведут нас на небо. Молись, постись, трудись, веруй. А дьявол говорит: ешь, пей, гуляй на земле, поживи, а то скоро умрешь. Но что, пойдем в ад? Он об этом не говорит, скрывает. У нас голова посередине. И мы, как Адам решал сам, так и мы решаем. Или с ангелом в рай, или с демоном в ад. Все за это никто нам не мешает. Все решает каждый человек сам. И земля нам дана не для жизни, а для выбора вечности. Мы решаем или вечно жить с Богом в раю, или вечно мучиться с дьяволом в аду. Но при этом вечность, конца нет. Люди прекрасно знают, что такое, скажем, $100 и что такое $1 миллион, что миллион больше, чем это. А вот это вечная жизнь и временная. Здесь люди выбирают временную жизнь. Вечную, потому что мы находимся в руках дьявола еще от греха Адама. Вот в общих принципах такое наше назначение на земле. Батюшка, подскажите, царь будет в России? Царь будет в России? Немножко громче я говорю. Царь будет в России? Будет обязательно, предопределено. Но после, ведь это долгая история, вам придется рассказывать всю Библию. Дело в том, что еврейский избранный народ много раз отступал от верности Богу, Бог его наказывал многократно. И потом многократно предупреждал, что будет наказание народу в последние дни. И раньше в Библии было такое выражение. Тихонько заходите. Значит, есть, да. Наши девочки. Можно? Там же еще, Господь, что я вам говорю, когда ученики спрашивали, когда будет конец света, там же биржевный престол прилетел ваш, многие скажут: я Христос, но еще наступит война, многие слухи, войне ужаса, это будет все. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, царство на царство, будет голод, землетрясение, наводнение, умножение болезней. Вот. И тогда придет конец. Это Третья мировая последняя война. И вот после этого в России придет царь. Она уже началась? И Россия восторжествует над всем миром. Это есть древнейшее пророчество, ну их прячут, скрывают. Тем не проявляют. Она уже началась, Третья мировая, или еще нет? Началась уже Третья мировая, началась война? Ну, невидимо, в холодном виде. Ну вот на Украине сейчас вот по-всячески стараются, чтобы, значит, Грузия вступила в войну, чтобы отвлечь российскую армию на эту сторону. Там японцы грозят, значит, на Дальнем Востоке. Со всех сторон. Ну, трудно будет России, но Россия с большими жертвами, но победит. Дети наши дети, они мало верят. Мало верующих, в храм не ходят. У нас беда, за наших детей болит душа. Это зависит от вашей маловеры. Это потому что сейчас, значит, это маловерие
это дело последнего времени. Еще там Господь сказал, когда я приду, найду ли я веру на земле. Это весь процесс умаления веры. Но все зависит от создания домашней обстановки, какой она. Ну, сейчас и жизнь трудная духовно стала, потому что и в церквях сейчас больше учат не на небо идти, а чтобы в церковь ходить. Сейчас больше у батюшек занята экономическая сторона, количество прихожан, а не духовные. А духовная сторона, если какой-то батюшка и, значит, старается это реализовать, то остальное священство его, так сказать, притесняет. Как Христа не принимала официально церковь, так и сейчас всех ревнителей веры официально церковь не признает. Вот как и меня, грешного, считают сектантом, заблудшим там. Ну, Вы наш человек. Обычно Христа не принимали, что удивительно. Истина, ведь земля, когда дьявол искушал Христа, значит, и во мгновение подняв Христа на крышу храма, показав все царства мира, сказал, это дам тебе, если поклонишься мне, ибо все на земле принадлежит мне, и я кому хочу, тому даю. Поэтому, поскольку наш ум принадлежит от греха Адама дьяволу, то все люди в руках дьявола через свою волю. Евангелие прямо учит, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. А все живут своей волей. Мы же все в руках дьявола. А надо свою волю отдать на волю Бога. Поэтому Господь говорит, если кто хочет из вас идти за мною в рай, отвергни себя и возьми крест свой, что будет страдание, и следуй за мною на смерть, погребение и воскресение. Но опять, если кто хочет идти, значит, кто отвергается себя, тот хочет быть со Христом. А кто не отвергается себя, тот Христа не хочет. А так живет все человечество своей волей. Я Божьей помощью живой. Даже один человек, значит, родственник патриарха, значит, и когда ему говорил о кресте, что это чудо построено не людьми, а Богом. И он мне сказал, для меня это не чудо. Для меня чудо другое. Патриарх меняет президентов. Патриарх меняет епископов, священников. Всех, кто стоит у него на пути, он через КГБ МВД устраняет со своего пути. Я знаю, как он тебя ненавидит. Вот наглядный пример. Грузинский патриот услышал отрицательное отношение к патриарху, сразу убегает. Для них патриарх Бог. Все. Вот вам факт. Ну, нам трудно сориентироваться, какой у нас патриарх. Написано же, что... И русский патриарх не лучше. Начальное... Они все проданные. Против начальства же, как бы сказать... Да. Нет, идти не надо, но знать, кто они такие, надо. А вот скажите, Алексей, этот, который мученик наш, Алексей II, как Нет, он? этим же я не занимаюсь. Не занимаетесь, да? Я знаю за себя, что вся система идет к принятию 666. Ну, все понятно. И потом я еще в 1978 году все свои документы порвал и выбросил. И сказал, Господи, я отказываю свое высшее образование. Это если ты угодно, ты дай мне свое высшее образование. И когда я уже сколько раз был в полиции, в тюрьме, все требуют документы, у меня, говорю, я
неземной житель. Я житель неба. У меня есть вот документы миропомазания Духом Святым. Вот это мне паспорт неба. И другие вот документы я не признаю. Хотите, посадите, хотите, убейте, что хотите. Я гражданские документы не приму. Вот это моя личная позиция. А вы как хотите. Лучше умереть, но не принять. Ну, тут у нас сейчас идет в Москве вот это Вот, цифровизация. бедные. Потом состояние вся Грузия. Им Бог не нужен. Им нужен патриарх, Грузия. Грузинский народ первый в мире, лучший в мире, все лучше. Грузия центр земли, там, ну, ужас. Говорить с грузинами невозможно. Нам пора идти, потому Да, что мы нам уже приехали. пора. Мы приехали С ним. с ним, да. Надо уезжать. надо. Он водитель? Да, он водитель. Ну, он, да. Он не факт, это его машина, он привез нас на своей машине, Да. но мы, как бы у нас паломническая поездка, у нас, Да, у понятно. нас еще один монастырь. Да. Поэтому вот с вашего разрешения мы поехали. Да. Да, и так езжайте. Мгм. Вот Читайте Евангелие и выполняйте. Все спасение в этом. Цифровизация рубля. Цифровизация рубля. Цифровой Это рубль. демонизация, не цифровизация. Ну, у нас вот в Москве вот так. Надо умереть, но ничего не принять. Ну вот я написала заявление, всем сказала, девочкам, в Сбербанке не принимать заявление. Мы поехали на, знаете, Китай-город, там это главное. Эти все принципы и все демонизация. Это все Вот. идет 666. Лучше умереть, но без этого. Ну вот, короче говоря, правильно я поступаю. Я его отвергла. Я написала Вот отказ. это правильно. Я отказ от А всего. что, пришло предложение какое? Ну, уже вовсю идет цифровизация. рубля. Нет, лично тебе пришло сказать. Нет, это уже по Москве идет. Нет. В Москве идет цифровизация. Как чего? Вы чего? Счастье, мы к вам попали. Богородица привела нас к вам. Богородица нас к вам привела. Только потому, что у меня от нее закон. Не беседуй ни с кем, кроме тех, кого к тебе приведу. Ну что, по моей богатой истории много, значит, вы из Москвы? Я из Воронежа, девочки из Москвы, я с а из Оренбурга. Из Москвы кто? Вот. Трое нас. Я из 30 дней в месяц 20 дней проводил в Москве. И тут космонавтики, и тут кибернетики, и тут проблемы управления, автоматики или механики. По роду, поскольку я работал в военной сфере, автоматизация производства пороха, гремучей ртути, твердого ракетного топлива. Можно. Да. Ведь метро профсоюзное, кто знает, Да, мы по этой Оттуда. улице живем. из метро на подъем, на левой стороне, Институт проблем управления. Вот это место моих командировок. Батюшка, а мы к вам ехали сюда на машине, и вы знаете, такой аромат шел прям вот из Да, леса. откуда? Мы все почувствовали Аромат. это. Это кому дано. Да? Кому дано. Аромат просто вообще. Да, мы же думали, что у нас тут что-то начали обнюхивать. Прям вот, Открыли окна, и с окон благодать такая, запах да. мира прям. Это крест построен по указаниям Божьей Матери. Она мне говорила, я передавал где указания рабочим, я сам ни один раз туда не поднимался. Ну, считают, что я построил. А я туда не поднимался, даже на 5 метров не поднимался. И только я на площадке, и как лев в клетке, метался от мыслей, которыми дьявол мешал мне.
Я сам технически образованный человек. Я работал на станкостроительном заводе. И знаю на всех станках работы. Слесарь, токарь, дирижер, строгач, зуборез, мастер механического цеха. Знаю всю металлообработку, знаю все строительные работы, ювелирные работы. Все знаю. И вот взял Миша вот. Это надо сделать вот так, вот так. Не знаю, Господи, не знаю. Мучения были. Господи, ты сам, это твои люди, твоя работа. Я твой раб. Дай что сказать, я передам. И пока вот пусть делает вот так, вот так. Тихо. Дьявол всегда делает громко, нагло мысли. А этот как вот легкий, сладкий, приятный ветерок. Пусть делает вот так. Я говорю, ребята, сделайте вот так вот. Я говорю, что ты сказал, это не так. Слава Богу, все сказал. Все. В такой борьбе крест построен. Это крест Божьей Матери. Как у Грузии это ее удел, вот, и место ее служения, вот это ее место служения, а я грешный это исполняю ее служение вот в этих лекциях, богословское служение. У меня было сильное заболевание, медикаменты мало помогали. Было уныние, даже умопомрачение. Я начал говорить, Божья Матерь, ее ангельское приветствие, Богородица Дева, радуйся. И она подсказала мне старинное народное средство от простуды. Настойка ягод калины и 10 листков лаврового листа. Но прежде всего постоянно ее молитва, данная ею еще Серафиму Саровскому. И сказала, я ваша мать, еще от креста моего сына. Когда Иисус, увидев ее, ученика стоящего, сказал, сей сын твой. В этом было усыновление ей всех людей. Во Владикавказ вы едете, можно благословение ваше попросить? Нет, может, вопросы будут? Это... Ну, нам ехать надо, а то перевал сейчас. А, вы вдвоем? Да, у нас. Ну, пожалуйста. Благословите нас, пожалуйста. Имя Георгий. Георгий. Давай твои глупые головы. Да, батюшка Ипполит нас Господи. любил, он всегда говорил, Иисусе Христе, Сыне Божий. Благоволит благословит раба свой Георгий во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Твоя святая воля, Господи, да будет на рабе Твоем Георгий. Спаси, сохрани и помилуй раба своего Георгия. С Богом, Георгий. А ума не хочешь? Дай Бог ума. Имя. Галина. 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 Галина, батюшка. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, благоволи благословит рабу свою Галину во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Твоя святая воля, Господи, да будет на рабе Твоей Галине. Спаси, сохрани и помилуй рабу свою Галину. С Богом, Галина. Бог с тобою? Нет. Целуют раны. А не в лицо. Это не возлюбленный. Раны за тебя пролиты. Ага, рано. Во. Вот это другое дело. А там Бог, да? Дай Бог ума. Вы сами из Владикавказа? Да. Да. Вот. Новоосетиновку знаете? Это где? Около Моздока. Да, конечно. Там рядом. Да-да. Потяните дверь. Это наш водитель, Роман. У нас там большой монастырь, батюшка, женский Аланский монастырь. Вот. По повелению батюшки Ипполита Халина монастырь был открыт. Вот. Там монахини служат. И есть монахиня матушка Нина. Она нам рассказала про это вот место святое в Ведезене. И сказала, обязательно, говорит, поедьте, помолитесь, говорит, за нас тоже, за монахинь.
вам на память. И еще минутку. И вот посмотрите сюда, что написано. Черновики лекций. Видите, это только по одному листочку, стопка. Да. Вот еще стопка, видите? Черновики. Вон еще ящик черновик. Это все лекции не моего ума, а лекции Божьей Матери. Она диктует, я только пишу на Фейсбуке. Это дороже золота листочек. Это вместе с документами. Берегите. Спасибо вам большое. Благодарим вас. Благодарим. Пойдем тогда. Не будем. Станица Черноярская, знаете? Черноярская не знаю. Нет, Ну там же от этого... недалеко, да? Новостиновской. А? От Новоосетиновской недалеко. От Новоосетиновской недалеко она. Да, да, Да? недалеко. Но мы не Там, знаем. где терек делает поворот, Ага. вот, там станица Черноярская. Это моя родина. Это мой отец там живет. Ну, Иванов Николай Никифорович был. Сейчас там брат мой и все мои родственники. Батюшка, мы с одной земли. А? С одной земли, земляки мы, да. Главное там быть в одной Да, земле. это верно. На земле Да. не будет. Будем молиться, Да. просить. Пойдем тогда, не будем уже задерживать. Благодарим Батюшка вас. поговорит. Благодарим вас, батюшка. С Богом. До свидания. До С Богом. свидания. Но за Россией не Россия сильна, а за Россией стоит Бог. Как в каждой семье самый любимый последний ребенок. Так и всех основных великих народов самый последний, кто принял Христа, это были русские. Это самый любимый народ, особенно у Божьей Матери. И сколько раз Божья Матерь спасала Россию от, казалось бы, конечной гибели. И сколько раз еще при Александре Невском немцы пришли, да, и были истреблены. Поляки сожгли Москву, а закончили в Варшаве. Французы пришли, сожгли Москву, закончили в Париже. Немцы пришли, дошли до Москвы, а закончили в Берлине. Никто этой истории не внимает, что Россия под защитой Божьей Матери. Но, кстати, беда в том, что русские идут не по вере, а по политическим соображениям. И все могущество приписывают себе, а не Богу. Это вот заблуждение, это уже русский фашизм. Вот. Это ответ вам, когда будет царь. Вот так вот, после последней мировой войны, предопределенно еще Христом, когда ученики спросили, когда будет конец света, он сказал: берегите, чтобы кто не прельстил вас, ибо предноги придут под именем моим. И сейчас в мире, везде, во всех государствах очень много Христов. Даже ко мне тут где-то месяца 2-3 назад молодой человек пришел, говорил о вере, о Боге, а то внимательно смотрит на меня: вы не узнаете меня? Я говорю: нет, я Христос. И вот когда евреи натравят весь мир на Украине, это просто цель ослабления России, чтобы потом самим, значит, в Европе и Америке вступить в войну. Потому что напрямую сейчас они боятся России. У России есть все средства. Значит, если вы не знаете эту историю, когда был Хрущев еще, и, значит, когда Америка первая создала атомное оружие, значит, Россия создала потом, после Америки. И все по приказанию тогда Хрущева вокруг американского континента, тогда под флагом, что там изучается дно океана.
И вот все время были гидрографические суда, которые ходили вокруг Америки, знаете, как бы изучали дно океана, там, а фауну там, что там живет, на нас видели, там ставили атомные бомбы. И вот когда Кнопка в Москве. И вот когда Хрущева пригласили в Америку, и по конфликтному вопросу ему американцы не уступали, он достал эту туфлю, по трибуне стал стучать, и мы будем бить вас вот так. И каблуком бил по трибуне. Он имел в виду, что вокруг Америки стоят атомные бомбы, а Кнопка в Москве. И американцы это знают, ну, не простые люди, а высшие сферы. Но это сохраняют до сих пор. Но Россия это не трогает, как вот. ურამოს ნაკრძალში ზედაზნის მთაზე 50 მეტრიანი რკინიგზის მშენებლობა საქართველოს საპატრიარქოს გაღიზიანების მიზეზი გახდა. მთაზე რკინიგზის მშენებლობის უფლება პრეზიდენტმა შევარდნაძემ 1994 წლის ნომერ 131-ე განკარგულებით საქართველოს ახალგაზრდობის საერთაშორისო ფონდს დაუმტკიცა. მოგვიანებით საერთაშორისო ფონდს კათალიკოს პატრიარქმა ილიამ მეორემ ჯვრის მშენებლობისათვის კურთხევა მისცა. მას შემდეგ რკინიგზის მე-6 წელია გაურკვეველი რელიგიური დაჯგუფება საერთაშორისო ფონდის დაფინანსებით აშენებს. საქართველოს საპატრიარქო მის გარეშე მიმდინარე მშენებლობას ვეღარ აჩერებს. მაშინ როდესაც მოხდა ამ თანხმობის გაცემა, ინფორმაცია საპატრიარქოს ჰქონდა ასეთი, რომ სწორედ ეს ახალგაზრდული ორგანიზაცია აშენებდა აფხაზეთში დაღუპული მეომრების სულების უკტავს საყოფად. ჩვენ არ ვიცოდით მაშინ, რომ ამ ორგანიზაციის უკან, ესე იგი, იდგა სადომაზოხისტული ტოტალიტარული სექტა, რომელსაც ბორია ივანოვი ხელმძღვანელობდა. Однажды, еще будучи атеистом, значит, находясь на Ярославском кладбище, вокзале, прости Господи, значит, я стоял в недоумении, поскольку возвращаться домой и скандалить не хотелось, а как убить время не знал. И, значит, заговорил с одним молодым человеком, поделился своими семейными проблемами. На это мне сказал, это тебя Бог призывает. Я посмеялся внутри, над ним, я стою в шляпе, в галстуке, только вышел из института проблем управления, он мне только говорит о каком-то Боге. А ты историю России любишь? Я говорю, как не любить историю России? Конечно. Вот, говорит, вокзал, вот стоят электрички, полчаса, и ты в Загорске, а там вся история русской церкви. Для меня это был выход из тупика, что мне делать. Я, как сейчас помню, билет 55 копеек, сел на электричку, оказался в Загорске. Ходил, смотрел, попал на литургию. И простоял 2 часа. Я удивился самому себе, поскольку я был такой непоседа, что даже на партийных собраниях, когда решался мой личный какой-то вопрос, то я не мог, значит, без собеседника у кого-то спрашивать, кому-то что-то говорить, куда-то вставать, переходить, ходить. А тут я в совершенно незнакомой себе и чуждой обстановке 2 часа простоял. Но мне это запомнилось. И в следующую командировку я попал уже в Загорск на Пасху. И там простоял 6 часов на пасхальной службе, значит, в трапезном храме, где я увидел, когда священник открывает дверь алтаря, тюльпаны раскрываются. А когда заходит, тюльпаны закрываются. Смотрел, глаза протирал, там уже бабушку одну спросил, бабушка, вот так, смотри, смотри, тюльпаны, вот сейчас открываются.
Когда священник выходит, а сейчас, смотри, закрывается, нас смотрит, ой, сынок, говорит, тебе дано, веруй, что ты видишь. Тут я сказал, нет, тут что-то сверхъестественное. И вот по этой причине я, значит, каждую Пасху стал приезжать в Загорск, и там я 5 раз встречал Пасху. И вот когда принял решение, чтобы служить Богу, я обратился к настоятелю храма Сергия Радонежского, прежде помолился у мощей, и обратился, что я хочу, значит, работать у вас. Я мастер на все руки, знаю все строительные специальности, знаю все металлообрабатывающие специальности. Он сказал, обратись, вот у нас есть прозорливый, значит, священник Наум, если он тебя благословит примет, тогда мы примем. Я пошел к общежитию монахов, постучал. Но он ответил, да, войдите. Я вошел, и что меня поразило, он попятился от меня, замахал рукой, Печор, езжай, там вас примут. И никакого диалога, никакого разговора. И вот с этим мнением я потом вынужден был обращаться уже, значит, к своим духовникам, церковным бабушкам. Что დაუდგენელი პიროვნება არის ეს ბორია ივანოვი და ამიზნითა ის საქართველოს შემოსული არავინ არ იცის. ზედაზნის მთაზე რკინის ჯვრის მშენებლობა მალე დასრულდება, ვინაიდან სამშენებლო სამუშაოები აქ შეუფერხებლად მიმდინარეობს. ზედაზნის მთა ზღვის დონიდან 1200 მეტრის სიმაღლეზე იმყოფება და მთაზე აღმართული 50 მეტრიანი რკინის ჯვარი თბილისიდან თავისუფლად გამოჩნდება. მშენებლობა საქართველოს საერთაშორისო ახალგაზრდული ფონდი აფინანსებს, ხოლო სამუშაოებს და იდეოლოგიურ პროპაგანდას საპატრიარქოსთან დაპირისპირებული წარმოშობით სტავროპოლელი ვინმე ბორია ეწევა. А вот вы знаете мнение патриарха насчет строительства этого? Конечно, знаю. Еретический крест, значит, нет Бога, сатанинский. Ну как крест может быть сатанинский, я не представляю. Всех известных чудотворных икон доступна была только лишь смоленская Адигитрия. Вот у нее я молился, устроился, значит, рабочим в церкви, при церкви на Рождество, это в 1978 году, и умолился в этой Адигитрии. И через месяц мне было богатое сновидение, что я стою в пропасти, вверху, значит, скалы, сырость, грязь, а голубое небо вверху. Я помыслил, вот бы мне туда. И вот тогда Матерь Божия сказала, есть дорога сюда. Я обратил внимание на скалу, там было 2 ряда ямки. Я подумал, что если ровно подниматься, то подняться можно. И вдруг появилась мысль, страх, а если упаду? Она говорит, а я помогу. Твое место Грузия, Сухуми. Я, недолго думая, с верою, обратился опять к бабушкам. Вот так и так Матерь Божия мне вот так ответила на вопрос. Они сказали, что в сновидение верить нельзя. У нас на паперти есть от рождения слепой Николай. Он, значит, прозорливый, от Бога имеет ответы. Обратись к нему. Я нашел это Николая. Он спросил, что тебе надо. Я говорю, помолись, Николай, за меня, где, что и как мне быть. Хочу служить Богу. Он помолился, заставил меня перекреститься, значит, 1 раз, 2 раз, 3, требуя перекреститься крепче, тверже. После этого помолился, сказал, на юг езжай, брат, на юге твое место. То есть, в принципе, это было подтверждение того, что мне было сказано во сне. Я, недолго думая, утром сел на поезд до Нового Афона, и вот там устроился кочегаром при поселковом совете. И так началось мое присутствие в Грузии. ეს კადრები 3 წლის წინ ზედაზნის მთაზეა გადაღებული. 3 წლის მანძილზე იქ არაფერი შეცვლილა. დროის მამის ტაძრის ყოფილი წინამძღვრის ლავრენტი ბუზიაშვილის მრევლის დიდი ნაწილი ძირითადად დღესაც ზედაზნზე იმყოფება და 60 მეტრიან რკინის ჯვარს აგებს. წინამძღვარ ლავრენტი ბუზიაშვილს უკვე 6 წელია საეკლესიო სასჯელი ადევს. წმინდა სინოდის გადაწყვეტილებით მას მღვდელმსახურების უფლება შეჩერებული აქვს.
საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ლავრენტი ბუზიაშვილს თავის ჭიახში მხოლოდ იმ შემთხვევაში დააბრუნებს, თუ კი იგი ჩამოშორდება რუსეთიდან ჩამოსულ საკმაოდ გაურკვეველი ბიოგრაფიის ბორის ივანოვს, რომელიც მთელი ამ ხნის მანძილზე ფაქტიურად მართავს ბუზიაშვილის მრევლს და აცხადებს, რომ იგი სასწაულებრივი ძალით არის დაჯილდოებული და რომ მისი განსაკუთრებულობა საქართველოს პატრიარქმა ვერ შეაფასა. Собственно, я вижу, что он дальше бродяги во мне никого больше не видит. Ну, я-то ведь не бродяга. Все пророки были бродягами. Все истинные служители Божьи, если с этой позиции гражданское благоустройство, посмотрите, как жил Антон Маркопели, Давид Горичель, они тоже были бродяги. მალეშევიდა საჩის სვეთის სასამართლოში, ყადაღადავადო ამ კანონურ მშენებლობას და სათანადო პასუხი მოთხოვა სექტანტ ბორია ივანოვს და გაძევებული იქნა საქართველოდან, როგორც უკანონოდ საქართველოში უვიზოდ და უპასპორტოდ 10 წლების მანძილზე აქ ცხოვრები და თანაც ანტიმართლმადიდებლური და ანტისახელმწიფოებრივი წესრიგი. ზედაზენზე ყოფნის დღიდან ბორისის მრევლი შინაგან საქმეთა სამინისტროს რადიოს ალოკაციო სადგურშია შესახლებული. პარლამენტარი გურამ შარაძე აცხადებს, რომ დღეს შინაგან საქმეთა მინისტრმა თავის პირველ მოადგილეს უკვე დაავალა ამ საკითხის გარღვევა. კამპანიაში ჩართვას მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორი კობა ბუჩუკურიც გეგმავს. ჯვარი კი თითქმის დასრულებულია. მისი აგება ბორისის მრევლის მიზანს წარმოადგენს. მე მწამს, რომ ბორისიდან მოქმედებს და გველაპარაკება ჩვენ ამდვილად ღმერთია. მე თქვა, რასაც ვეძებდი, ის ვიპოვნე და იმას მათი პირიდან ვებულობ. ჭეშმარიტება, რასაც ვეძებ, აქ მესმის. В ходе размышлений вел записи, и у меня набралось порядка 40 страниц рукописного текста. Ну, я назвал так «Рассуждения о Боге бывшего безбожника». И после этого у меня стал вопрос на консультации со священными лицами. И после долгих размышлений и молитв я приехал к грузинскому патриарху. Устроился к нему на работу в его резиденции старой около Сиона. Он же пожелал сделать тропинку базальтовыми камнями, большими глыбами. И дал мне помощь монаха Илариона. Значит, он был грек по происхождению. Естественно, греки считались мастерами. И у нас дело пошло на лад. И когда патриарх захотел между камнями посадить зеленую траву, пригласил своего водителя найти место, где растет такая зеленая трава. Нас отвезли туда, мы резали. И когда мы проголодались, он сказал, что там хорошее место, и синод должен на отдых приехать сюда. И с ними вместе перекусите. Машина за машиной. Все епископы приехали во главе с патриархом. Расположились, перекусили, нас угостили. И все епископы прилегли на зеленой травке отдыхать. Только патриарх сидел и смотрел сверху на город. Вот у меня представился как раз случай, я никогда до этого не обращался ни к какому священному лицу. Ваше святейшество, я не рабочий. Я вот кое-что написал, и мне интересно было бы ваше, так сказать, мнение. Он интересно, давайте. Я ему подал эти свои 40 страниц, он половину прочитал, потом вернул мне. Я сначала не понял, в чем дело, он улыбнулся, подождать. Начал звать епископов, всех. Когда они сели полукругом сзади патриарха, он сказал, теперь, Боря, читайте вы. Я начал читать свои рукописи всему синоду Грузинской православной церкви. По окончании патриарх задумался, повернулся к синоду и сказал, вот, учитесь. Эта встреча была где-то в марте 1978 года. И после этого я начал работать при патриархии, потом, значит, Белийскую резиденцию, внешний двор, все сделано моими руками, где-то на полметра землю убрал, на полметра новую черную землю привез. Потом резиденция в Манглисе, резиденция в Марткопии. То есть все 3 резиденции патриарха, сделанные внешний двор, сделанные моими руками. У меня был принцип, я, значит, деньги не требую, зарплаты, но если будете давать, я не откажусь. И только если мне понадобится когда-то на книги другая сумма, я тогда попрошу вас мне это уделить, помочь. И однажды, когда я, значит, какую-то книгу хотел приобрести, я обратился к секретарше патриарха Шурени и сказал, что мне вот 100 рублей надо дополнительно дать. Она сказала мне, Боря, патриарх свою зарплату уже всю раздал. Справа забивает наглухо
ბორის ივანოვი პროფესიით მშენებელია, წარმოშობით სტავროპოლიდან. თბილისში 23 წლის წინ ჩამოვიდა და კარგახან საპატრიარქოსთან დაახლოებული პირი იყო. მონაწილეობდა სხვადასხვა ეკლესიის, საპატრიარქოს ეზოს, პატრიარქის რეზიდენციების მოპირკეთებაში. ერთ-ერთი ასეთი სამუშაოს შემდეგ მოხდა конфликты, რომელსაც ივანოვი ასე იხსენებს. Я, чисто из человеческой, боли за обман патриарха в мой адрес. Он мне должен остался 7 тысяч заработанных мною денег на его резиденции в Манглисе. Я 5 лет был руководителем лучшего строительного отряда Ростовской области Новочеркасского политехнического института. И как делаются финансовые дела, я 5 лет, так сказать, обманул бухгалтеров. И сейчас мне говорит, что патриарх раздал свою зарплату. Кого дурить? И всякий христианин, тем более руководитель христианства, он должен подражать Христу. А они подражают антихристу. Именно антихрист будет невинный из себя выставлять, безгрешного, как Папа Римский сейчас выставляет себя безгрешным. Вот это чистый папизм в сегодняшнем православии. Мы с этим согласиться не можем. Но это их личное дело. Мы их не критикуем. ზედაზნის მთაზე უზარმაზარი რკინის კონსტრუქციის ქვეშ დღეს 20-მდე ადამიანი საკუთარ ჯვარს ზიდავს და ფიქრობს, რომ ჭეშმარიტი მართლმადიდებელია. ისინი საკუთარი ცხოვრებით ცხოვრობენ და უმცირესობაში ბევრად უფრო შემწყნარებელი ჩანან, ვიდრე ოფიციალური ეკლესია. ჯვარი კი, რომელიც თავის დროზე სამოქალაქო ხსოვნისათვის შენდებოდა, ამ ადამიანების გამო რელიგიური ვაჭრობის საგანი ხდება. Я ставил везде большие кресты. В Питании 6-метровый крест, в Марткопе 6-метровый крест. Давид Гореджий купол на церкви Святого Николая был разрушен, вот его реставрировал и крест поставил. В Шевгумеле 20 метров крест. Здесь вот на Зедозене 20 метров крест в лесу. И вот самый большой 60-метровый крест. საექსპერტო კრიმინალისტიკური მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე ზაზა ალთენიშვილი ჯერჯერობით ვერ ადგენს იმ ნივთიერების სახეობას, რითაც წუხელ ზედაზნის ჯვარზე აფეთქება მოხდა. ზაზა ალთენიშვილი ჯერჯერობით ვერც დროს ასახელებს, როდის შეიძლება იყოს ექსპერტიზის საბოლოო პასუხი. ვერაფერი ჯერჯერობით. ეს გამოსაკულებია. და როგორ ფიქრობთ, აი დაახლოებით რა შეიძლება? ამბობენ, რომ ეს შეიძლება იყოს ტროტილი. არა, შეიძლება ბევრი რამის ამბობს, მაგრამ მე ჯერ აკაფეს არ ვამბობ. 13 მლოცველი, რომელსაც ზედაზნის ჯვრის საძირკველში აშენებულ ოთახებში ეძინა, წუხელ რამდენიმე ადამიანის ხმამაღალმა საუბარმა გამოაღვიძა. მოგვიანებით ისინი იძულებით წესით მანქანებში ჩასვეს, ზედაზნიდან საგურამომდე ჩაიყვანეს და იქ ჩამოსვეს. რამდენიმე წუთში კი ჯვარზე აფეთქება მოხდა. სერიოზული აფეთქება, ეს რამოდენიმე 10 მეტრის იქით იპოვნეს ბიჭებმა გადაგდებული. ვიღაც პროფესიონალების გაკეთებულია, ეს არის ორივე ფეხში არის დამაგრებული სასაფეთქებელი ნივთიერება ჯვრის, რომ ესე იგი ეს ფეხები გამოეცლებოდა და ჯვარი წაიქცეოდა და ეს იყო მაგათი მიზანი, რომ ჯვარი წაიქცეოდა, შენობები დაინგრეოდა და ის პრობლემა, რომელიც ვიღაცებს აწუხებდათ ჯვართან დაკავშირებით, აბსოლუტურად გადაწყდებოდა. Когда я вел реставрацию «Говорит мама», ко мне привели одного бывшего офицера, у которого после грузино-абхазской войны погибли друзья в Абхазии, без вести пропали. И он захотел что-то сделать ради этих людей, для памяти перед Богом. Его послали ко мне, что вот Борис строит кресты большие. Вот тогда сказал, мне просят построить крест на горе Зедозени.
Если ты будешь финансировать, я буду строить. Он к этому времени был президентом молодежного фонда Грузии. И вот когда стало известно, что вот этот бродяга Боря руководит строительством, вот тогда началось преследование. Кресты взрывали, и нас, так сказать, спускали, арестовывали, допрашивали. Ну, в конце концов, вернули всех на место, и за все время этих скандалов уже порядка 10 активных борцов с нашим строительством и крестом лежат на кладбище. აფეთქების ხმა პირველად ზედაზნის მონასტერში გაიგეს. აფეთქების ტალღამ კელიის ფანჯრები ჩაამსხვრია და ხატები ძირს ჩამოყარა. შემთხვევის ადგილზე სასწრაფოდ მისულ წინამძღვარსა და ბერებს ჯვრის ძირში ცეცხლმოკიდებული გაზის ბალონები დახვდეთ. შიში იყო რაღაც ისეთი, რომ თითქოს აქ მოხდა აფეთქება და ხატები ჩამოცვივდა კედლებიდან. და ნუ ამბის გასაგებად რა თქმა უნდა, გვაინტერესებდა რა მოხდა და რა ხმა იყო. მე ჩვენი წინამძღვარი მამექვთიმე და ბიჭები გავიდნენ ადგილას. ნახეს იქ რაღაც გაზის ბალონები ეყარაო, ცეცხლი ეკიდაო და არავინ არ იყო იქ, იქაური მაცხოვრებლებიდან. თვითონ ჯვრის მშენებლები აფეთქებას არ შესწრებიან. მათი თქმით, აფეთქებამდე ცოტა ხნით ადრე მათ 10-მდე უცნობი პირი მიუვარდა. ისინი მშენებლებს პოლიციელებად გაეცნენ, შემდეგ კი მანქანაში ძალით ჩასვეს და წიწამურთან დატოვეს. ნუ მერე მოვქვაჭეს ასე ბიჭებს და გავყარეს გარეთ. ნუ ახლა ხელი არ დაურტყიათ როგორც ასე, მაგრამ უხეშად ბოლოს სადაგდოს. დაგეწერინეს სახსნაგან. არა, ბოლოს რო ჩავედით საგურამოდან რო უნდა ამოვიდეთ ტრასაზე, უნდა გავიდეთ ხიდის ქვეშ და იქ ხიდის ქვეშ გააჩერეს. რო აი ახლა ბრძანებაო მოგვივიდაო, რომ დაანებით გავუწევთ. Мы, так сказать, сектанты, еретики, там, иеговисты, баптисты, ну, всякая грязь, какая существует, значит, в религиозных понятиях, все это валят на нашу голову. Полиция пришла, и вот дали нам решение правительства, значит, что вы находитесь на чужой монастырской территории, и вы не имеете ничего права здесь строить. И вот насколько я слышу голос Божий, в это время мне было сказано, я их буду убирать по одному. Через 3 месяца мы узнаем новость, что все управление Схетского района было устранено и заменено новыми людьми. კაცო შენ გააკეთე რა კაი საქმე საკეთე. დაადგინე დოკუმენტები, მიდი კაცო შენ გვერდზე ვარ, მიდი გააკეთე. დღეს ამოდიან გაოგნებული. როგორ შენ არა გაქვს მიწა ოფიციალურად გამოყოფილი? მე ესეთი ფარისევლობა და მე ესეთი არაკაცული დამოკიდებულება არ მინახე. ხმაური ზედაზნის ჯვრის გარშემო ცოტა ხნის წინ ატყდა. დაიწყო საუბრები მშენებლობის უკანონობასა და მშენებლების სექტანტობაზე. ეკლესიამ ჯვრის მშენებლობა მისი დასრულების შემდეგ საკუთარ საქმეში ჩარევად გამოაცხადა. ჯვართან ახლოს 100 მეტრში ზედაზნის მონასტერია. Нас укрепляет та мысль, что крест является покровителем не только того места, где он стоит, но всего государства. Как вот каждый человек носит на себе маленький крестик для защиты от нападений дьявола, так тем более такие большие кресты являются защитой всего и города, местности, и государства. Тем более, что есть факт, когда святые отцы спрашивали бесноватых, и там бес отвечал языком человека, его спрашивали, чего ты боишься? Боюсь больших икон и боюсь больших крестов. То есть это признание самого дьявола. Так что мы уверены, что мы ничего никому плохого не делаем. В Сан-Франциско есть статуя распятого Христа 30-метрового. В Испании есть 150-метровый крест, который строила вся Испания. Это Франко еще тогда построил, но там, значит, порядка 100 метров
значит, является только лишь основание, а сам крест где-то порядка 50 метров, а у нас 60 метров. То крест католический, а это среди православных это самый большой крест в мире. И притом в Испании строило все государство под руководством самого диктатора, а мы, наоборот, строим, значит, все под давлением, под презрением, преследованием. И только один, Гурга Каландадзе, вот он является спонсором этого креста, он содержит нас, мы зарплаты не получаем, только на пропитание. Притом, значит, мы отказались от мясных продуктов, и это тоже один из факторов, который располагает Божью милость в нашу пользу. Что самое, значит, удивительное, что из всех этих строителей креста не было ни одного профессионала. Это не моя конструкция, нисколько. Это строитель является Бог, я только слуга, который приказание Бога передавал остальным нашим ребятам. ჩართული არის ვინმე გორია თავისი ლოკალური რელიგიური დაჯგუფებით და ეს რომ ასე არის ჩვენ ვიცით ასე მის მიერ გამოცემული მხოლოდ ერთადერთი ბროშურა გვაქვს ხელში და ასევე იმ პირებისაგან რომელთაც თავი დააღწიეს ამ ტოტალიტარულ რელიგიურ დაჯგუფებას რომელიც ჩაკეტილია კონსპირირებულია და მას ემსჯელობა მხოლოდ შეიძლება იმითი რომ მასგან წამოსული ადამიანები მოდიან ჩვენთან უბრუნდებიან ეკლესიის წიაღს და მათგან შევიტყვეთ ყველაფერი აი ამ ზედაზნის მთაზე ამ შენებარი ჯვრის ასე ვთქვათ აფეთქების ცდილობა არანაირად არ არის დაკავშირებული რომელიმე ქარე ან ამ შენებლობასთან უტრულად განწყობილი თქვათ წარმომადგენლებისადმი. ესეთ დროს ეს ყველაფერი აწყობდათ ზუსტად აი ამ ჯვრის მშენებლებს, რომ თავისი თავი წარმოეჩინათ ასეთ დევნილებად და ეს ყველაფერი დაბრალებოდა ამ მშენებლობის დაპირისპირებულ პირებს. Мы трижды в день всей общиной молимся, трижды обходим вокруг Христа, значит, с песнопениями, хвалою Господу. У нас 3 храма, 2 на кресте, 1 под землей. И во время зимнего периода, когда нет работы наверху, внешней, то мы тогда, значит, соорудили себе подземную церковь, где-то вместимостью до 20 человек с алтарем, и там, значит, проводим свои молитвы. Нас называют вымершими мамонтами. Таких, значит, как мы, которые имеют решимость идти ради Христа на смерть. И вот за такую нашу решимость Господь дает нам силу, защищает нас и покрывает.
ზედაზნის მთაზე უზარმაზარი ჯვრის მშენებლობაში საქართველოს საპატრიარქოსთან დაპირისპირებულ რუსეთის მოქალაქეს მამა ბორიას მისი ადგილობრივი მრევლის 40-მდე წევრიც ეხმარება. რელიგიური დაჯგუფების ლიდერს ბორიას და მის თანამზრახველებს ჟურნალისტების გამოჩენა აღიზიანებს. Можно сказать, Нет. откуда вас сразу? Почему? Не хочу. Я в свободном государстве или нет? А? Я не хочу с вами говорить. ჩვეულებრივი მრევლი ვართ, მაგრამ საპატრიარქო დაგვიპირისპირდა ჩვენ რატომღაც ჯვრის გამო. В силу наших конфликтных отношений с грузинской патриархией, и поскольку мы были лишены исповеди, лишены причастия, значит, сами в этом остро нуждались. Вот огорченные этим мы молились Богу, чтобы Он нам как-то устроил все необходимые православные таинства. И вот так мы узнали, что в такой же ситуации держится один из священников в Тбилиси, а сам он откормляется от греческого митрополита Киприана. Они именуют себя церковь, противостоящих экуменизму. И в одно из посещений митрополита, значит, этого священника, он ему рассказал о нашей общине. И когда он нас посетил, то сделал замечание, почему ты раньше не сказал мне об этих людях. И сейчас, когда к нам приезжают, вот уже где-то 5 раз, митрополит совершал у нас литургию, причащал. И вот и проповеди, которые он нам предлагает, именно и по духу, и по букве сходятся с тем, что Бог дает нам через меня грешного. Есть откровение Иоанна Богослова, как вот раньше были планы пятилеток, а это откровение, это планы Божии о судьбе земли. Все государства мира готовятся к Третьей мировой войне, особенно обладающие ядерным оружием, и особенно сейчас в последний момент конфликт между Америкой и Северной Кореей, конфликт между Украиной и Россией, конфликт в Сирии. Все это говорит, Третья мировая война неизбежна, и конец Земли предопределен. Все израильское общество находится в эйфории, что все, значит, события подтверждают скорый приход Антихриста вот в самое ближайшее время. Но дело в том, что Антихрист не может явиться как обыкновенный политический деятель, потому что люди к таким деятелям уже давно привыкли. Но именно он придет на фоне термоядерной войны, когда люди будут от ужаса взывать, что пускай хоть сам дьявол придет, только прекратить вот этот ужас гибели всего человечества. И вот на этом фоне, как примиритель, и явится Антихрист. И вот если при социализме от каждого по его способностям, каждому по его труду, то при Антихристе будет, значит, абсолютное равенство и бесплатная кормежка всем за счет вот этих продуктов, которые, значит, заготовлены во всех государствах на случай войны. Когда после термоядерной войны Антихрист объявит мир во всем мире, но гонение на христиан начнется опять с еврейского народа. Когда евреи увидят дела Антихриста, то они тогда придут в ум, что истинный Мессия был Христос, а не этот Антихрист. И вот тогда их начнет Антихрист уничтожать. Так и конец христианства будет похож на его начало. Как в первые века христианства за имя Христа всех убивали, мучили, вот так будет и в последнее время. И только самых избранных своих Господь укроет в местах, недоступных для Антихриста, чтобы они живыми встретили живого Христа.
Сейчас вот я с радостью бы посетил Загорск, но у меня никаких документов нет. Я 40 лет, в феврале, 15 февраля, будет 40 лет в Грузии, обыкновенный бомж, без определенного места жительства. Но я говорю, что у меня есть паспорт от Бога в миропомазании, мне на чело и на лице дано миропомазание. Примите печать дара Духа Святого. Вот мой паспорт. И никакого другого паспорта, никаких других карточек, никаких знаков мирской власти я не нуждаюсь. Мною руководит Бог. Слава Богу за все. Вера проста. Значит, каждая свою мысль, желание, чувство нужно внутри себя совершать. Отказывать Господи. И пусть будет не как я хочу, пусть будет как ты хочешь. И у вас жизнь пойдет совсем по-другому. Но уже угодно Богу. Все считают себя очень верующими. А еще хуже того, даже не молятся, только придут, свечку зажгут без слов. Говорю, что я Богу свечку зажгу, что больше хотите? Мы не рассчитали, ночью у нас вот этот швеллера, то есть рельсы поставлены 3 штуки, усилены были. Они ночью не рассчитали, эту только подножку поставили. Ножку-то оборвали, но это рельсы удержали. Потом мы вот это желтые балки добавили, а это как исторический факт оставили, чтобы люди видели. А где? А вот разрыв. Ну, сейчас мы когда выйдем с улицы, покажу его. Ну, вторую ножку сейчас мы закрыли, там не видно. Там. Вот это наша маленькая церковка, где мы молимся в день 3 раз. Это без алтаря, здесь может только миряне молиться. А с алтарем там сейчас я вам покажу следующая церковь. А иконы здесь откуда? Ну, мы сами это, у нас духовный брат один, который пишет иконы. А он был раньше это вор в законе. А потом он оставил эту жизнь. По-разному приходит. Да, он раньше рисовал это и какие-то фотографии, ну, картины. И на там сухом мосту там есть это, где продают. Ну, блошиный рынок. Да, блошиный рынок такой. И туда возили и продавал. А потом он, когда оставил свою эту деятельность, это вор в законе, ну, повернулся к Богу и потом уже начал рисовать иконы. Ну, я говорю, по-разному приходит к Богу. И потом он сказал, что когда я начал рисовать иконы, говорит, Бог мою технику на 180 градусов повернул. Я не узнаю себя, как я рисую. Это не я рисую, говорит, уже он понял сам, да, это истинно Бог дает, говорит, это же. А вот эту икону подарил нам один грузин, который живет в России. Он очень уважает Серафима Саровского и приехал сюда, заказал эту икону, ему выполнили этот заказ. И он хотел повезти эту икону в Дивеево, Серафима Саровского. И является Богородица во сне ему и приказывает, эта икона, говорит, мне нужна на задазине на крест, туда отвезешь. И утром встает этот человек, икону в машину и приезжает к нам. Я вас не знаю, говорит, вот Богородица приказала эту икону к вам. Уникально. Вот так. Потом он 2 иконы еще такие заказал и пожертвовал сюда, к нам. Мы эти иконы в нашу церковь, там в городе у нас церковь есть, батюшка.
И ему подарили одну, и одну вот здесь стояла, вторая. Он повез сейчас Батуми, какая-то там у него священник, хотели там его показать эту икону, чтобы все помолились перед этой иконой. Вот. У нас был Федя Щендрик с Украины, основной строитель креста. Он обошел всю Россию и не нашел священника нормального. И потом его послали в Грузию, сказали, что в Грузии, в горах где-то, в Сухуми, там есть старые монахи. И он приехал в Грузию, чтобы поехать к этим монахам. Когда встретился с Борисом в Сионе, и он послушал это учение, он сказал, вот, я нашел, чего я искал. И больше он никогда от Бориса не отходил. Потом, когда нам предложили эту работу, здесь крест построить, и вместе со всеми прихожанами мы приехали сюда, на крест, и строить. И Федя, он был основным строителем. Когда он крест достроил, потом начали укрепляющие работы, фундамент укреплять, чтобы троса натянут, чтобы ветер не повалил, все-таки страшные ветры здесь. Ну, конечно. О, да. И он погиб там. Машина неудачно выгрузила бетон. Этот бетон опрокинулся на другой бетон, а он рядом стоял с тем бетоном. И его все как бы по пояс поломало. Все эти артерии раскрылись на месте и умер, кровоизлияние. Вот, да. Через 40 дней Федя поговорил духом. Вы не здесь его где-то захоронили? Вот это его кладбище, в центре креста, так как он основной строитель, и здесь похоронили мы его. Это логично. Вот. Через 40 дней он духом поговорил с Борисом. Меня забрал Господь, говорит, и поставил охранником этой горы, говорит, я здесь всегда с вами, говорит, я охраняю вас от всяких негодяев. После его смерти на нас уже никто так не мог нападать, что, такое, чтобы совершить уже. А так на нас эти официально как будто полиция, там, милиция как будто, это патриархия, это масоны. Это когда все было? Кусали. Это когда? В 99-м, 98-м, до 2000 году. Так нас дергали. А сейчас как? А сейчас уже основные эти, которые с нами боролись, 10 человек, которые мы знаем еще, они, Господь с лица земли их стер. И потом успокоились. Мы увидели, что дело не с человеком, не с людьми имеем, а там какая-то большая сила за ними. У самого патриарха сын умер. Так по правилам монашеским, по правилам епископским, он не должен был иметь сына, но он имел сына. Так как с какой-то осетинкой он там погулял, и она родила ему сына, и пришла, сказала, если ты меня замуж берешь, если нет, этого сына тебе оставляю, я не хочу твоего сына без тебя. И он отдал своему брату этого ребенка, сказал, что ты вырасти, а я буду ухаживать за ним, как будто твой сын, но я буду ухаживать за ним. Вот когда он начал бороться с крестом, у него умер сын. И после этого, наверное, ум немножко прошел в ум и остановился. А то не останавливался. Они хотели нас полностью уничтожить вообще. Почему? Зачем? Да, зачем? Чем вы... Этот крест, такой большой крест, покрывает весь город. В программе масонском это кост в горле. Такой большой крест как бы мешает этим программам, масонской программе, чтобы одурманить людей. Всех людей одурманивает сейчас. Через прессу, через телевидение. А получается, сколько уже крест стоит, как давно? Крест мы начали, в 2000 году уже готов был крест. Сейчас 17 лет вот стоит. Здравствуйте. Пойдем посмотрим второй садик. Очень будет интересно. Вот у нас
Солнечная система здесь мы устроили. Аккумулятор. Энергию собираем, чтобы носить. Хватает, да? Да, конечно. 5 киловатт это хватает. Так, ничего, да? Здесь у нас раковина. Маш, подожди, он ключи же говорит. У нас как бы все эти родники питания срезают они, чтобы мы сами отсюда. Ну да, вынуждают. Да, вынуждают. А Господь нам сказал, свет у них самих людей, а вы закупаете движки. Мы стали закупать движки, потому что на носу уже Третья мировая война. Скоро все эти кейсы, все развалится. Ничего не будет. Знаете, нынешние грузины чем прославляются? Нет, наверное, нет все-таки. Бывшие грузины раньше прославлялись верой, а сейчас воровством прославляются. Мне кажется, грузинов, которые воры в законе, всегда было много. Легкая, беззаботная жизнь. Воровать у другого жизнь. Своровать можно за 1 час все, что человек заработал за свою жизнь. Вот это настолько, где мы прочищаемся с алтарем. Это тоже мы сами построили своими силами, вручную все. А иконы это тоже вот работа того же человека? Да, да. Ну, наша сестра тоже писала, иконописька была здесь у нас. Сейчас они врачи отдыхают. Вот эти ангелы она нарисовала, вот это бичевание, соответственно, икону она нарисовала. Царская семья она нарисовала. Но это не оригинал, а оригинал там был, да, просто не обратили внимания. Подземную церковь посмотрим. Вот это доски крест. Мы их построили, потом мы здесь работали, крест строили, надо было иметь крест, чтобы молиться на крест. Ну, 20-метровый крест поставили, там, молились на него. Это вот то, что на горе вы говорите, да? Тут тоже, то есть выставить, да? Это 20 метров над деревьями, внизу еще 10 метров. Я всегда вот поражаюсь, как это вот как это куда все это завести? Вот это Грузия, Тбилиси, вот это Тбилиси, это маленький городок Тбилиси. Это стена 21 века, последний модель. Выдерживает любое землетрясение. На машине потом полиспастом сюда притаскивали. Даже это не камни, вот это черный блок. Полиспастом веревка отхватывала. На дерево полиспастом.
Богородица приказывает, так надо. Я немножко рационалист, Борису предлагал, давай вот так ролики сделаем. Нет, говорит, Бог так приказывает, все, надо таскать, и все. Рационально проявить. Богу так угодно. Не думайте, что это железобетон или что-то даже это природная сама скала такая. Это называется Бушетский конгломерат. У алмаза твердость 10, а у этого 7. Значит, алмаз. Видите, как это? Железобетон, там кварц замешан в самом круге. 10 метров гуляли покупали. Хотели больше этого цвета сделать. Ну, сейчас физические силы мне не хватает, чтобы эту работу выполнить. А как это делалось? Это делалось вручную шучейк и 3-килограммовый молоток в руках. Били, ломали и вытаскивали его отсюда. Слушайте, адский труд, да? Конечно, реально. Когда молились, как будто как по маслу шло все. Без молитвы, не молились по рукам, били молотками, или били, ничего не могли работать. Ну, не шла работа. То есть этим Господь показывает, что не я делаю вашим рукам, а не вы сами делаете. Чем мы глубже заходим в скалу, тем она твердая. Здесь вообще это большая разница, где она кроме мягкий здесь. А здесь более твердый. Там немножко отвалилось. Это тоже в 2000 году готово было. Мы здесь потратили 4 зимы, потому что зимой у нас снег большой был на улице, мы не могли на улице работать. И чтобы не останавливаться без работы, хлеб не кушать, дармовой хлеб не кушать, чтобы работали здесь, долбали. Такая радость была, что уходить не хотел. Вторая смена, когда приходили, практически нас выгоняла в первую смену. Не, ну потому что это создана уникальная вещь, уникальная. Ну, с Богом как бы мы работали, но наоборот отдыхали, не уставали, а отдыхали. И потом уходить не хотелось. Ну сейчас как будто я тоже какой-то чужой турист, как будто кто-то это сделал, это не сделал. Круто.
Здорово. Да. А многих вы сюда водите? Кто заслуживает перед Богом? Это не по научности видно, в духе видно. Господь видит духом, кто его им дает, который здесь увидит. А нас почему сюда повели? Я не знаю, это Бога спросить. Что-то у Бога вопрос какая-то маленькая заслуга. Ну, мы же с Борисом говорили, раз мы встретились, значит Это что-то значит. Что-то значит. Вообще ничего не понятно, да. Господь любит простых людей, не гордых, не высоковерных, а простых. Наверное, вы тоже что-то, какую-то духовную простоту имеете перед Богом. А Богу душа, сердце, себя надо отдавать Богу, всецело. Это словами не передашь. Это надо духом почувствовать, еще ничего. Словами не передашь. Ничего не надо сказать, просто надо почувствовать. У нас, мы когда строили там, бетонные заливали, там еще недостроено было такая. Приехал один молодой парень с девочкой и походил, там у нас во дворе туда-сюда люди работали. И все-таки осмелился и подошел к нам. И начал говорить, что я, говорит, побывал во всех святых местах на мире, говорит. Я из Бразилии, говорит, сам. Но я такой благодарный мир, говорит, что у вас здесь такой мир, покой, говорит, я нигде не чувствовал. Он, представляете, обошел весь мир, все святые места обошел. Вот такой покой, мир, говорит, который у вас, говорит, я нигде не чувствую. И Борис сказал, это не от нас, как это обитель Богородицы, Богородица строит, это ее обитель, от нее это благодать. И он, раз как бы искал что-то такого ценного, духовного, и получил от Богородицы этот мир духовный. Вот такое дело. Прохладно здесь. Никогда Борису в городе ездил на машине. Ни на 1-200 дом не могу, говорит, глаза поднять. Сразу от Бога голос такой, ничего не оставлю, говорит. Порошок сотрясет. То есть в Тбилиси будет, говорит, один чистое поле. Не хотелось бы. Ну, это наказание будет от Бога, говорит. Потому что Бог говорит ему, что эти люди, говорят, передо мной как сорная трава стали, их сердце ко мне не поворачивается уже. Я уничтожу этот народ. Когда сорная трава появляется на огороде, что делает? Вырывает и выбрасывает. Вот так будет с Грузией. Что ж с Россией-то тогда будет? Потому будет эта мировая война, Господь этим очистить этих нечестивых людей. Потому что эти нечестивые люди уже мешают этим чистым людям подниматься, на ноги вставать. Пойдемте. Россия будет в этой войне победителем. Потому что вы не знаете, наверное, в России более-менее сохранено православная вера в чистоте, чем в Грузии. Вы в Грузии ищете, мы знаем, что в России чистая. Но не в официальной церкви. Это сохранено в людях, в простых людях.
Народ говорит, что война будет, люди приведут сейчас. Много приведут, и надо вам их принимать. Так. Чтобы эту площадку приготовиться, построить дома. Вот нас угостили. Я вам покажу, где мы хлеб пекем. Что? Наши пекарни свои. Мы хлеб печем без дрожжей. На закваске. Саму муку заквашиваем. Здесь раскаляется уголь, потом проходит хлеб и печется. Был этот проект от Бога, да, и я выполнил. Это вы клали печь, да? Да. Во второй комнате тоже есть другая печка, это тоже покажу вам. Интересно будет. А вы там в корпусах живете, да? И свой дом имеете? На 10 квартир у нас дом. Вот печка. Духовка наверху, духовка внизу. А здесь топка в середине. Здесь, когда если хлеб первый раз сюда засовывает хлеб, нижняя часть пропекается, потом уже сюда верхнюю часть пропекает. Интересно. Это тоже проект был от Бога дан, я выполнил Божьей помощью. А вы по специальности кто? Я не знаю сам, но я все делаю. А на кого учились? Ни на кого. Господь все дал мне. Ни на кого не учился, а Господь. Я учился, закончил техникум, я учился электросварщиком. Когда там ребята закончили на 3-й разряд, я на 4-й раз закончил. Господь заранее подготавливал сюда, чтобы привести, чтобы служить ему. Можно это будет видео-то выложить потом на YouTube? Как-то о вас рассказать. А вы сами себя как называете? Негодяй. Ну, чувство юмора-то у вас у всех, по-моему, прекрасное вообще. Мы спросили, как вы сами себя называете. Борис, у вас уникальное место. Уникальное. И вы люди уникальные. Уникальные люди. Да. Нас называют разными вымершие мамонты. Я говорю, чувство юмора у вас отличное. Это тоже вам на память.
Спасибо большое. Наш крест и единая церковь, где вы были. Спасибо. Не, нормальные люди нормально понимают, а вот священные лица это, ну, как Христа распяли в свое время, вот так и нас. По этой причине. Ну, так было всегда. Да. Всегда те, кто истинно стремился к Богу, а цель стремления к Богу – это отказ от этой жизни. Принцип веры элементарно прост. Адам отказался от вечной жизни и приобрел временную жизнь. А Христос отказался от временной и приобрел вечную. И вот кто привязан к временной жизни, всеми фибрами души, тот ненавидит тех, кто ищет вечной жизни. Потому что в разном духе. Ну, в России то же самое. То, что одни привязаны к официальной церкви, а другие, вот как мы, ища более чистой, правильной веры, значит, они отходят от этой официальной неправды. Официально предназначено только лишь для благополучия в этой жизни. Священники только ради денег, удобства, славы. А это не поверить. И эти местные святые тоже самое. Мы ничего о них не говорим. А они последними словами поливают. Но самое жалко людей. Людей отравляют. Но опять это люди тоже должны сами выбрать. К нам никто не подходит. Это если я к вам подошел, это чудо. Потому что у меня закон, не подходи никому, кроме тех, кого к тебе приведу. Значит, уже Бог знал расположение вашего сердца, и поэтому привел меня к вам. Ну, я про это и говорю, что это не случайность. Нет, случайно ничего нет. Самое главное, зачем мы живем на земле? Подземную церковь показал? Да, уникальное место. Да, вот это когда у нас зимой не было невозможности работать здесь на кресте, мы, чтобы не быть без дела, работали там. И при этом там такая крепость скалы, так сказать, геологии известна, так сказать, Душецкий конгломерат. Значит, крепость, если у Маза 10, то у Агата 7, так вот это конгломерат тоже крепость 7. И простым жубилом это не возьмется. Но когда кто там работал и молились, то камни сыпались сами. И драка была, очередь, все по 2 часа ходили туда на работу. Потому что там совсем другие мировосприятия. Ну теперь послушайте, зачем мы живем, зачем мы рождаемся. Когда Бог создал Вселенную, и небо создал, ангелов всех, значит, и землю, то один из высших ангелов, самый высший ангел, который после Бога был первый, и все остальные ангелы подчинялись ему. А Адам был создан последним. И вот этот ангел возгордился. Как вот на любом предприятии бывает директор и бывает заместитель. Директор, как правило, решает глобальные административные вопросы. Где-то на конференциях, заседания, там, с правительством контакты, все. А практическую работу на предприятии тянет зам. И зам от этого возмущается, что я делаю. Вот. И вот так вот этот ангел возгордился, что я руковожу всеми ангелами неба. О. И Бог тогда вместо него создал человека, вместо него. А он, зная, что это вместо него, решил этого человека тогда совратить от Бога. Ну и достиг своей цели. Что? И когда Бог создал Адама и сказал всем ангелам, поклонитесь Адаму,
Потому что Адам был копия Бога, внешне все. Да? И все ангелы поклонились, только самый главный ангел и 1/3 его сторонников не поклонились Адаму. И вот оттуда началась правда. Этот высший, значит, ангел сказал: я создан первый, Адам создан последним. Я самый умный на небе, команду всеми ангелами. А он неразумный, ничего не знает, кроме Господи, Господи, как ребенок это привязан к отцу. Пусть он мне поклонится. И вот тогда, за то, что он соблазнил Адама, значит, Бог изгоняет Адама для исправления на время нашей жизни на земле. Так? А его, значит, отнимает ангельские белоснежные одежды, дает образы разных скверных зверей, там, скорпионов, лягушек, львов, тигров, змей. Все, это стали бесы. Или по-русски говорят черти. Все. Но это бывшие ангелы. Они не лишены своих знаний. Они просто лишены только места работы, неба. И вот теперь они людей все время обманывают. Предлагают только земное бытие. И вот, минутку. Да, вот это. Куда? Да, да, и что? Большие. И ты где, это, кому пришел? Хат, это вот это, наша знакомая. А, хорошо. Почем веники? Да, сейчас сколько, не спросил? Ну, когда узнаешь, позвонишь. Ну-ну, здесь? Да. Ну-ну. Ну-ну. Люди пришли. Одну минутку, вот ответит вам, что интересует. Ну-ну, спроси людей. Вот, и вот теперь за счет живущих людей на земле, Адама и Евы, значит, кто молится Богу, тот идет вместо этих ангелов на небо. А кто не молится Богу и хочет только жить на земле, тот идет к дьяволу в ад. И вот когда Бог заполнит это недостающее число ангелов, тогда остановит рождаемость на земле, всех воскресит и произведет совесть каждого человека, расскажет, что человек думал, видел, делал, все. И каждый человек пойдет туда, что он заслужил перед Богом. Страшный суд. И вот, судя по времени, то, что падение веры идет, сами видите, порядочности, идет разврат, пропаганда этого разврата, вот все дело идет к концу. И как скоро это все? Значит, сначала будет Третья мировая война атомная, и вы уже знаете, все средства массовой информации говорят об этом. И политики, дипломаты, правительства, за военных разговоров нет, они готовы напасть друг на друга. Все. Ведь вокруг России сейчас все подготовлено к войне. Начиная Прибалтика, Украина, Румыния, Турция, Грузия тоже самое, Афганистан, все. Япония, Курильские острова требуют. Все. Китай. Да, Китай однозначно дойдет до Урала. Если у Америки там 60 миллиардов затраты на оборону, у Китая сейчас 200 миллиардов. Самая сильная армия в мире. Они тренируются жить в снегу, выживать там все. То есть готовятся к Сибири. Однако это и пророчество древних святых российских людей, говорит, как поднимется Китай, соху борону кидай до Урала. И когда Америка будет бояться, что, значит, Китай захватит уже и центр России, где все, значит, производства главные расположены, это будет опасно для Америки. Тогда Америка применит, значит, психотропное оружие, от которого будут умирать только китайцы. Они сейчас занимаются исследованием, значит, вот генов всех наций. И вот воздействие на гены, избирательное воздействие, и будут только люди этой генетики погибать. И тогда вот этим Китай становится.
И вот на фоне термоядерной войны появится, значит, потому что люди от ужаса, это после этой войны, что, значит, эта отечественная война будет только цветочки, такие катастрофы будут. Вот, и будут люди кричать, пускай хоть дьявол придет, только остановит войну. И явится антихристос. То есть, тоже, вот как Христос родился как человек, но он был, так сказать, руководим Богом. Так и этот человек явится от ярой блудницы, еврей по национальности, все, и он будет, и по-земному, у него будет подобие Христа, будет добрый, ласковый, все, до тех пор, пока все, значит, главные органы, значит, правительство, КГБ, МВД возьмет в свои руки, а тогда уже покажет зубы и первый начнет убивать самых христиан. И когда евреи тоже увидят, что они ошиблись, что настоящий Бог был Христос, а это ложный Бог, они его, значит, откажутся. И он начнет убивать их первых, от евреев. Да. Ну, попроси, если для церкви уступит за 5 лари, то 10 штук возьми. Хорошо, ну 10 штук, 10 возьми. Ну сколько есть возьми. И тогда он 3,5 года, вот как мы получаем крещение, значит, миропомазание, а дьявол будет ставить свой знак, тоже на лоб и на руку, 666. И кто его примет, тот будет ненавидеть уже имя Христа. Но для него уже никаких шансов войти в Царство Небесное нет. Это гарантированный ад. Алло. Да, кот. Нет, не надо. И он будет 3,5 года царству, тогда, как вот Христос вознесся, если знакомый, что вознесение Христа на небо, вот так же он вернется назад и только духом, своим духом умертвит этого антихриста. И тогда Бог очистит землю огнем, как мы поросенка паяльной лампой очищаем, вот так Бог огнем очистит землю от всех наших туалетов, химзаводов, всего скверного. Потому что Адам, когда первый раз покакал на землю после этого плода, то этим осквернилась вся земля. И Бог ему сказал: проклята земля за тебя. Вот эту скверну Бог очистит, возродит такой, как она была до греха Адама, прекрасно, намного лучше, чем мы сейчас видим, и снова наступит вечность, и не будет памяти о всем прошлом. А вот в аду там будет все время воспоминание. И вечное вай, почему не молился, почему не верил, почему не крестился, почему. Как сказал вот Виктор Гюго, самый страшный суд – суд совести. Вот это будущее человечество. И вот поэтому на фоне такого я выбрал вечную жизнь. Пускай я здесь потерплю, пострадаю. Как скажем, вот кто отправляется, значит, на рыбную ловлю на кораблях, и они 7 месяцев не приходят в базу. Не видят ни семью, никого. Ну, а я, пускай 70 лет, или вот как раз сегодня, у меня 80 лет сегодня. Лучше потерпеть эти временные невзгоды,